Состояние Джамаледина Махмуда тяжелое, шансов выжить минимальное. Еще одно тело таджикистанца, погибшего в Украине, доставлено на родину. В Канибадаме женщина, зараженная ВИЧ, заразила 11 мужчин. Си Цзиньпин заявил, что готовит Китай к войне. Джамаледин Махмуд – еще один политзаключенный, член правления партии Исламского возрождения Таджикистана и бывший член избирательной комиссии Таджикистана, находится в очень тяжелом состоянии в связи с обострением ряда заболеваний, которыми он заразился в тюрьме. Ему грозит смертельная опасность. В настоящее время он находится в тюремном госпитале, и администрация тюрьмы не разрешает перевести его в общественную больницу. По данным источников ПАЕМ, Джамаледин Махмуд страдает сразу несколькими заболеваниями. Врачи больницы заявили, что шансы Джамаледина Махмуда выжить составляет не более 20%, но даже в таком положении администрация тюрьмы не разрешает перевести его в общественную больницу. Джамаледин Махмуд был приговорен к 5 годам лишения свободы в феврале 2015 года по обвинению в хранении оружия. Он был освобожден в апреле 2019 года по закону об амнистии, но 3 августа 2020 года снова был арестован и приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы по сфабрикованному обвинению. Также вчера сайт ПАЕМ сообщил, что Мавлави Мухаммад Али Файз Мухаммад, еще один политзаключенный, член правления партии Исламского возрождения Таджикистана, также находится в критическом состоянии и доставлен в больницу Караибалу. Он страдает диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Тело еще одного таджикистанца, заключенного одного из российских тюрем, погибшего на войне в Украине, доставлено в Таджикистан спустя 2 месяца после гибели. 33-летний Джунайдулло Махмадулло, отбывавший тюремный срок в России по обвинению в незаконном обороте наркотиков, прошлой осенью был завербован на войну в Украине. До освобождения из мест заключения ему оставалось 4 года. Но, по словам родных, ему пообещали помилование спустя полгода участия в войне. Таджикистанец был похоронен 26 марта в кишлаке Таджикабад Джамуата Зайналабад, района Рудаки. Один из приятелей покойного сообщил, что в январе этого года Джунайдулло получил ранение в ходе боевых действий и его отправили в полевой госпиталь. По его словам, российские власти сообщили его родственникам, что Джунайдулло был убит во время атаки ВСУ на госпиталь. В свидетельстве о смерти, которое было отправлено с грузом 200, указана дата гибели таджикистанца – 8 февраля. У Джунайдулло осталась жена и 2 малолетних детей. Правоохранительные органы города Канибадама Сагдийской области задержали местную жительницу по обвинению в заражении нескольких мужчин ВИЧ. УМВД по Согду сообщила 28 марта в телепередаче, что эта 46-летняя женщина занималась проституцией и знала о своем ВИЧ-статусе. По предварительным данным, она успела заразить ВИЧ 11 мужчин. Получить мнение женщины по поводу выдвинутого против нее обвинения не представляется возможным. Отмечается, что в отношении этой женщины возбуждено уголовное дело по статье 125 «Заведомое подставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. В случае, если виновником заражения стал человек, знавший о наличии у него этого вируса, наказание может достигать до 10 лет тюрьмы. Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что готовится к войне. На ежегодном собрании китайского парламента и его высшего политического консультативного органа в марте Си Цзиньпин затронул тему готовности к войне в 4 отдельных выступлениях. В одном случае попросив своих генералов осмелиться сражаться, пишет Foreign Affairs на основании нескольких последних речей Си Цзиньпиня. Его правительство также объявило об увеличении оборонного бюджета Китая на 7,2%, который удвоился за последние десятилетия, а также о планах сделать страну менее зависимой от иностранного импорта зерна. А в последние месяцы Пекин обнародовал новые законы о военной готовности, новые бомбоубежища в городах через пролив от Тайваня и новые офисы мобилизации национальной обороны по всей стране.